вас на сегодняшнем концерте Слышали. в зале полномочного представительства Республики Башкортостан. И сегодня, микрофон работает, спасибо, и сегодня исполняется первый год существования Башкирского национального культурного центра «Актирмян». И вы знаете, можно много что говорить, но я думаю, что я говорить много не буду, сегодня вы все сами увидите, а может быть даже вы увидели уже в фойе на первом этаже, мы разложили уже за год всего существования, сколько благодарностей, сколько грамот уже получил наш центр. Ну а наш центр не состоялся бы благодаря тому, что не пришел бы 2 года назад ко мне человек, к нам, представительство человек, который сейчас и возглавляет Башкирский национальный культурный центр «Актирмян», фольклорный ансамбль «Актирмян». Гульсина Матушкиевна Патушина. Ну, а Башкирский национальный культурный центр «Актирмян» у нас создан при региональной общественной организации землячества Башкортостана. И сейчас только что у нас было заседание правления региональной общественной организации. И я предоставляю слово для приветствия руководителю региональной общественной организации землячества Башкортостана, члену Совета Федерации Рафаэлу Германовичу Зинурову. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые земляки, соотечественники, друзья. Позвольте, прежде всего, передать сердечное приветствие и поздравления нашему великолепному коллективу, который за буквально год растет на глазах. Я видел в том году весной, по-моему, одно из первых выступлений. Рост, безусловно, есть. Молодцы. Молодцы. Мы вас будем поддерживать и морально, молодцы. Это великолепно. Дорогие друзья, как было сказано, мы сейчас провели заседание правления землячества. В этом году первое. И хочу сказать, представить нашему вниманию нашего гостя, председатель землячества Саха-Якутия в Москве, сенатор от Республики Саха-Якутия Александр Константинович Акимов. В прошлом году, кто не в курсе, землячество Башкортостана в моем лице председателя подписало соглашение о сотрудничестве с землячеством Якутии, Саха-Якутии. И вот, притворяя в жизнь это соглашение, он приглашен сюда. У нас большие планы впереди. Будем делать совместные концерты, совместные заседания правления и участвовать в национальных праздниках наших. Это великолепно. Дорогие друзья, вас также приветствую от имени членов Совета Федерации, от имени Лилии Салаватовны Гумеровой, которой здесь нет, от имени Комитета по международным делам, членом которого я состою, Совет Федерации. Вас всех также поздравляю еще раз. Красивые девушки, красивые парни, великолепно. Вы представляете нас, нашу республику, крупнейший субъект Российской Федерации, Башкортостан. Территориально, конечно, Саха-Якутия, мы знаем. Но по демографическим показателям мы более 4 миллионов населения. Поэтому спасибо, что пришли. Достаточно людей пришло уважить наших земляков, коллег. И хочу выразить благодарность, конечно же, нашему полномочному представительству во главе Артуром Альбертовичем, который вот представил великолепный зал, великолепные условия. Дорогие друзья, всем успехов, хорошего вечера. Пожалуйста, будем праздновать вместе. Спасибо за внимание. Рафаэль Иванович, не уходите, секундочку. Почему? Потому что у нас за прошедший год, как я уже сказал, было очень много разных достижений нашего Башкирского национального культурного центра, а одно из них очень важное. Почему? Потому что за многие годы впервые от башкир Москвы самодеятельный коллектив представлял не только башкир Москвы, получается, но и всю республику Башкортостан за границей. Выехали по приглашению Рижского Балтийского международного центра Салават Юлаев в Латвию.
И несколько дней находились в Латвии, и в том числе даже успели побывать в Эстонии на месте гибели Салавата Юлаева. И сейчас вот от имени региональной общественной организации «Землячество Башкортостана» мы хотели бы вручить благодарность участникам нашей небольшой делегации в Латвии. И я сейчас зачитаю. Региональная общественная организация «Землячество Башкортостана» объявляет благодарность солистке башкирского фольклорного ансамбля «Актырма» Хасановой Зульфие Сагмановой. Объявляет благодарность солистке башкирского фольклорного ансамбля «Актырма» Кидьяровой Альфие Абдулхаевне. Ну, а об этом человеке я скажу особо, и вы поймете почему. Потому что этот человек никогда не был в Башкирии. Он не является башкиром по национальности, но при этом он в Латвии и Эстонии один зажигал весь зал, потому что он пел песни на башкирском языке. Он выучил башкирский, учит, вернее, башкирский язык. И при этом он является сам по себе, вы сами понимаете, люди все рабочие, инженером крупнейшего авиамоторного, да, или как? Да, Роскосмоса, крупнейшего предприятия Роскосмоса. Благодарность вручается солисту башкирского фольклорного ансамбля «Актырма» Смирнову Андрею Андреевичу. Ну и, конечно же, благодарность вручается руководителю башкирского фольклорного ансамбля «Актырма» Батыршиной Гульсане Алтыновой. Землячество Башкортостана. Рафаэл Иванович, спасибо. Давайте еще одно хлопок. Ну и сейчас слово для приветствия, раз уж Рафаэл Романович у нас представил нашего почетного гостя, я хочу предоставить слово для приветствия нашему почетному гостю, руководителю Якутского землячества города Москвы Александру Константиновичу Акимову. Күнді башкир жона хегене саха жонунатыттан ититик истиңдик агатталикпен көңүлдан уруй айкар болду. Братского якутского народа Саха, я поздравил лучших представителей братского башкирского народа и пожелал вам успехов, хорошего настроения, ну и процветания. Дорогие друзья, вот Рафаил Нариманович сегодня сказал, что мы подписали соглашение, и мы вот замечательным человеком, сенатором от Башкортостана Рафаилом Наримановичем мне посчастливилось вот вместе познакомиться и работать в высшем законодательном органе Российской Федерации, Совета Федерации, Палате регионов. Очень известный, очень талантливый, он скульптор, философ, писатель, поэт. Вот. Достойно представляет вашу родную республику Башкортостан. Я рад с ним вместе работать и представлять один из крупнейших субъектов республики Саха-Якутия. И он меня пригласил сегодня, я с удовольствием сегодня пришел, чтобы поближе познакомиться. И вот о работе землячества, и мы договорились, что будем вместе работать, потому что на самом деле мы близкие не только по духу, но, можно сказать, родственные народы. Я сегодня и говорил, когда президиум был, мы самые древние тюркские народы, вы-то хорошо живете, теплее, а мы живем около Ледовитого океана, мерзнем, едим сырую рыбу, вот, и в сложных условиях живем, это я всегда говорю, но сохранили культуру, язык, вот, свой эпос вот, народа Саха, который стал шедевром нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в 2006 году.
Это говорит о многом. И мы знаем вашу очень древнюю культуру, и наши народы всегда объединяла культура, и раньше в советское время, ну и последние годы тоже обменивались культурной делегацией, наши артисты, писатели всегда были, мы любим, уважаем вот, наших друзей из Башкортостана и Татарстана тоже, мы всегда вот вместе обменивались, вместе работали. Я сегодня выступал и говорил, что у нас есть тоже якутское землячество в городе Москве, которое я возглавляю. Я до этого работал в республике вице-президентом республики, первым президентом Михайловичем Николаем, потом Соколовым, потом воскресный сейчас Совета Федерации. И сегодня возглавляю тоже якутское землячество, которое объединяет более несколько тысяч якутян, которые проживают в Москве и Московской области. Студенты, ветераны, очень много северян, которые живут в Москве и Московской области. И мы договорились, что будем вместе работать, и мы пригласили на национальный праздник всех, который у нас проходит, как Сабантуй, тоже похожий, мы проводим в июне месяце. Второе воскресенье, вот приходите, знаете, Коломенск. Это музей-заповедник. Мы первые начали там, Сергей поставили коновяз. И каждый год там празднуем, потом начали проводить там Сабантуй тоже. Татаро-башкирский, это праздник тоже, мы с ними тоже всегда вместе проводим. Так что приглашаем, будьте добры, если у кого возможность будет, посетите наш праздник, вот этот замечательный праздник, и всех ждем вас. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что пригласили. Я замечательный ансамбль организовали. Я считаю, что мы живем в многонациональном государстве, как Великая Россия. И, конечно, нас объединяет культура наша, языки. И, конечно, в непростое время живем. И, конечно, надо объединяться, строить единую, могучую Россию. Но, тем не менее, не забывать свою культуру, языки, чтобы процветали именно братские народы, которые живут в единой многонациональной Российской Федерации. Так что пусть здравствует дружба народов. Я желаю замечательного коллектива успехов. Я даже позавидовал, у нас есть тоже ансамбль, но ваш ансамбль лучше, я скажу. По секрету. Я расставляю. У нас хомус звучит, у нас тоже хомус. Ну, хомус знаете, да, хомус? У вас тоже хомус. Замечательно звучит. Молодцы, хороший ансамбль создали. Так что желаю успехов. Всего самого доброго. А сейчас, я думаю, надо слово предоставить хозяевам. Так вот, сегодня Артур Альбертович Шайнуров, полномочный представитель Республики Башкортостан, не смог присутствовать, но зато его представляет заместитель полномочного представительства Олег Юрьевич Матыцын. Пожалуйста. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, наши любимые земляки, для того, чтобы нам с вами так можно было собраться, поделиться своим мнением, пообщаться в такой красивой атмосфере. Для этого год назад по инициативе землячества Башкортостана при поддержке полномочного представительства было и создан этот национальный творческий центр, который объединил талантливых, красивых, инициативных, творческих людей, которые сегодня нам дарят это тепло, которое нам с вами дает повод и причины встретиться сегодня здесь. И то, что мы сегодня говорили, направление, выполнять нашу основную задачу. Дружить, несмотря на национальности, вероисповедание, возраст и так далее, и так далее. Что такое год? Для творческого коллектива, наверное, это, в общем-то, небольшая дата. Азат Маратович уже подчеркнул,
награды, которые на бумаге, от которых веет теплом, от которых веет уважением. Посмотрите, они все находятся на первом этаже. И сам факт того, что мы здесь с вами сегодня находимся, все улыбаются, все в таком положительном настроении, коллектив, говорит о том, что задача за 1 год просто перевыполнена. Давайте пожелаем успехов, счастья, признания. Все, что касается полномочий представительства, вы знаете, мы всегда готовы помочь. Никит, не уходите, не уходите, тоже небольшая миссия. Как я уже говорил, за прошедший год было много сделано. И вот сейчас я хотел бы, чтобы Олег Юрьевич получил благодарность от Русского географического общества Российской Федерации. Тоже наш коллектив успел там поучаствовать. И сейчас я зачитаю. Благодарность за участие в организации проведения 2-го фестиваля Русского географического общества выражается Смирнову Андрею Андреевичу. Благодарность выражается Хасановой Зульфие Сарматовне. Выражается благодарность Ильгамовой Мадине Раисовне. И, кстати, я хотел как раз сказать, Мадина, пожалуйста, останьтесь. Мадина является руководителем Башкирского народного театра Ильгам. И она тоже будет в мае отмечать год работы театра. А 1 апреля, День смеха, мы вас всех приглашаем на спектакль Башкирского народного театра Ильгам «Московский дом национальности». Так и будем ходить. Ну и, наконец, выражается благодарность Батыршиной Гульсине Алтынтиберовне. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Я как раз присутствовал на открытии вот этого фестиваля. Я должен сказать, что Акельма была самая яркая на этой экспозиции. В общем, просто подтверждает. Спасибо. Я думаю, что сейчас мы вообще взлетим до небес, почувствуем значимость нашего коллектива. Почему? Потому что здесь присутствует у нас звезда российской эстрады. И я даже, как сказать, не думал, что вот у меня в жизни так получится, что знаменитые песни 80-х, 90-х годов, танцы на завтрак, трудно себе представить. Я вдруг трудно себе представить, что мы будем вместе с Илоной Броневицкой. Спасибо. Ну, вы знаете, я не знаю, что сказать, потому что, это удивительно. Вот так вот в сердце Москвы, где-то на шумных улицах, и ты попадаешь вдруг вот в такое место, где лепешки, вот эти блюда, названия которых я не знаю, но, судя по всему, они очень вкусные. И самое главное, это бесценный национальный колорит. Удивительно богатые люди. Мы родились в стране, в которой было столько разнообразия, столько разноголосых, разноцветных, прекрасных культур. Мы будем это все хранить. И спасибо вам за то, что вы вот так вот после работы вообще... Да. Просто замечательно. Человек становится от этого лучше, богаче. И я думаю, что давайте это хранить и передавать нашим детям. Спасибо. Я надеюсь сегодня получить еще на благодарности. Спасибо большое. Вообще, я небольшой секрет открою. Наш коллектив, если себя сегодня очень хорошо покажет, а я думаю, что себя очень хорошо покажет, Илона хочет привлечь в работу своих проектов. Поэтому надеемся, Аллах, все получится. Ну, уважаемые друзья, я просто хотел тоже также сказать несколько слов о том, что здесь присутствует не менее
почетные другие гости. Я думаю, что вы будете только приветствовать вас тоже. Почему? Потому что сегодня здесь у нас присутствует ветеран Великой Отечественной войны Валеев Мансур Галиев. Ему уже более 80 лет, и он нашел сегодня силы прийти сюда к нам. Талгат Закирович Курамшин, герой социалистического труда. Мы тоже рады вас сегодня здесь видеть. И особый тоже гость, я хочу очень рад вас видеть сегодня неожиданно. Лали Мирхайдарова, она уже 8 лет борется с раком головного мозга, ей уже почти 15 лет, и она живет благодаря своему оптимизму, и мы вот представительство и землячество Башкортостана, конечно, ей помогаем. Молодец, Лали, держись. Ну а сейчас концерт продолжается, включается музыка, да? Все, приятного всем просмотра, спасибо большое.